Сегодня в рамках Китап-феста мы презентуем второй сезон музея под открытым небом, музея крымско-татарской грамзаписи. Почему вообще родилась такая идея? Ну, на самом деле, большинство крымских татар даже не представляет себе, когда история записи звука у нас началась. Многие считают, что до создания ансамбля Хайтарма, до вот этих вот первых коллективов ссылки, у нас никакой истории звукозаписи не было и быть не могло. Но на самом деле все гораздо интереснее. Записывать звук люди придумали, буквально недавно, в конце 19 века, а в начале века за крымскими татарами уже охотилось 4 звукозаписывающие компании. Значит, первая — это Занафон. Была большая звукозаписывающая компания Граммофон Рекорд, это ее более бюджетный вариант. Вот эта пластинка. Пластинки выпускались двуязычными, то есть на русском языке транслитерация и арабицей, потому что покупающие могли быть в том числе носителями тюркского языка. Значит, Занафон, польская фирма Сирена, видите, здесь уже не латиницей, здесь уже кириллицей написано, французская фирма Пате Рекорд, и еще одна была фирма звукозаписывающая в Симферополе, Фаворит. Вот эти 4 звукозаписывающие компании работали здесь в период с 1903 по 1915 годы, в это время. Кого они записывали? Значит, в Крыму в то время существовал цех музыкантов в каждом городе. Естественно, в Бахчисарае это было 30-40 ансамблей. Но главной звездой был вот этот человек, имя которого всегда писали на пластинках, это Ашир Уста. Ашир Уста — это марка просто музыкантов Крыма, потому что это самый лучший крымско-татарский скрипач, который в том числе записывал, то есть была конкуренция за то, чтобы его записать. Например, вот этим Ашир Уста не достался, и они записывали уже музыкантов классом ниже, видимо, потому что все... То есть у них и репертуар не должен был Они платили, да, за это, Рифат? Музыкантам. Насчет оплаты не знаю, но полная перевозка, то есть там это все записывалось в основном в Москве. Ну и в дореволюционных условиях это вообще удивительная история, когда приезжает какой-то человек, иноземец, хватает тут ансамбль, везет в Москву, там записывает, возвращает обратно и потом выпускает вот эти грамм-пластинки. Ашир Асаноглу, да. Это вот главная скрипка города Бахчисарая. В общем, пластинки старые были... Ашир Устай. В общем, в целом этих пластинок выпущено было, наверное, более 400, потому что у одного Занафона в каталоге более 200 пластинок. То есть можете себе представить, какой материал здесь записан. Вот в частности, вот эта вот брошюра, которую мы подготовили, это брошюра по моей статье, которую я опубликовал в Крымском историческом обозрении. Эта статья называется «Крымско-татарские пластинки» из каталога Алана Келли. Алан Келли — это покойный английский ученый, который занимался историей русской грамзаписи, и в том числе в его каталоге попала крымско-татарская часть. И вот поэтому в этих каталогах, собственно, и даты, и звукозаписывающие компании указаны. Яхши. Рифат, это же не этнографическая, это же коммерческая история, правильно? В этом-то все и дело. Получается, мы сегодня со своим синдромом меньшовартости считаем, что наша музыка не конкурентная, не интересная, никому кроме нас не нужная. Но вот это не потому, что Пате Рекорд решили благотворительностью заняться и записать крымско-татарских музыкантов. Это потому, что к началу 20 века Европу стало тошнить от европейской музыки. И начался поворот ориентальный. И людей стала интересовать так называемая экзотика, и вот в том числе этой экзотикой была крымско-татарская музыка. То есть на какую аудиторию работали эти пластинки? Это и
тюркские народы, которые проживали на территории Османской империи и Российской империи в то время, большей частью проживали на территории этих двух империй. Это и русская аудитория, это и европейская аудитория. Собственно, 13 пластинок Патэ попали в фонды французской библиотеки Галика, и поэтому сегодня они вот оцифровали и выложили их на свой сайт. Они на сегодняшний день там хранятся. То есть во Франции в полном составе пластинки Саши Руста на сегодняшний день сохранились. Как происходила звукозапись? Вот, собственно, к звуку подойдем. Вы понимаете, что это эпоха дикая. В студии никто не знал, что это такое, никто не знал. И для нас уникальным является не только то, что записано на этих пластинках, но и то, как оно, то есть как себя ведут музыканты, которые в это время записываются. Никто не знал, как надо в студии себя вести, что лишних звуков издавать нельзя, что как-то, ну то есть они вот как играли свадьбы, они приехали, им поставили вот этот рупор, и они в этот рупор продолжали играть свадьбу вместе со всеми сопутствующими пунктами. Вот для начала послушаем нашу оцифровку, которую мы сделали, вот Сирены Рекорд. Это Кезлев Кайтармасы, и вот сегодня уже мало кто знает, что вообще, ну, всю жизнь город Кезлев писался через букву «вау», Кезлев, и здесь в том числе, то есть даже русская транслитерация пишет «Кезлев». То есть Кезлев это, видимо, от произношения и уже закрепилось вот от произношения вот этот топоним, но он писался через «вау», через букву «о». Значит, здесь... Кто эти музыканты, мы не знаем, но это, очевидно, не Аша Руста, потому что иначе бы влепили обязательно имя, что здесь есть Аша Руста Асан Углу. Ну, в целом запись длинная, однотипная. Давайте попробуем. Вот пошли побочные звуки. Ну, то есть музыканты сами от наслаждения того, что играют, входили в кураж, и все, что они хотели, там было на записи. «Хоппа!» кричат. Наши старики, когда танцевали, тоже всегда «хоппа!» кричали. Вот это первая запись Кезлев Кайтармасы, которая у нас на сегодняшний день вообще есть. То есть это вот уже закрепленное название за этой хайтармой. Интересная запись, которая находится сзади этой пластинки, «Карга». Популярная народная песня наша, которая распространилась в том числе и в клезмерские оркестры, ее обожают еврейские музыканты. Она попала в Стамбул, в Стамбуле назвалась «Босфор», там стали ее публиковать уже под названием «Босфор». В общем, длинная история у нее. Вот если взять два класса музыкантов, вот на этих явно повлиял клезмер. То есть даже манера игры очень сильно близка вот именно к клезмерским, к еврейским оркестрам. Видимо, они где-то взаимодействовали. Но в Карга самое удивительное, вот как они, сами музыканты, поют и параллельно, то есть еще раскручивают эту мелодию, скажем так. Как я уже сказал, культуры записи того, что надо прийти, ровно, четко отыграть, уйти, отпеть, такого не было. Поэтому все вот эти вот побочные элементы... Тут ровно поют. Вот идет припев «Кульминация». Все, душа развернулась.
И еще громче. Кто-то там кричит сзади. Я не знаю, кто это. Вторая скрипка или это Дарья. Ну, кто-то из них всю запись вот это кричит. Ну, запишут вам сейчас так в студии, да. Вам все вылежут, 10 раз запишут. А это один дубль. Один раз записали и все, и уехало. В конце вообще, тут, значит, они доиграли. Ну, зрителей нету, а как-то себя подбодрить надо, значит... Вот идет конец пластинки. Аферен, имя не могу разобрать, уста. Сами себе спасибо тоже сказали, в общем, да. Вот в этом и ценность вот дореволюционных записей, они вообще не вылизанные. Мы когда их слушаем, мы можем понять, как выглядела крымско-татарская свадьба в указанный период, когда эти музыканты гастролировали по Крыму. Теперь, если взять оркестр Ашир Уста, он немножко по-другому звучит. Вот эта пластинка очень плохо сохранилась, поэтому она сильно шипит. Послушаем Аграва и Кайтарма из серии Пате, которая находится во французской библиотеке Галика. Они чистые и хорошо звучат. Состав уже сформировался классический. Кемане, даре, кларнет, труба. Даул даже не всегда присутствовал в оркестре. Кайтарма. Все побочные звуки должны быть. Я уверен, что они там пританцовывали. Уверен, вот абсолютно. Вас не узнать, как вы. Я еще не переоделась. Сейчас переоделась, вообще офигеешь. Охотно верю. А вы, я извиняюсь, у вас номер? Номерок. Номерочек? Юмористический, надеюсь? Или уже к драматическим ролям перешли? Это оркестр Ашир Уста. Значит, время шло. Вот от этих фондов у нас практически ничего не осталось. Единицы, которые мы выкупили на аукционах, вот они сегодня здесь.
Есть еще, вот найдены буквально недавно, но об этом я скажу в самом конце. Начался советский период, и грамзапись стала не коммерческой историей, а частью государственной программы. И в рамках государственной программы были сессии на разные народы. И у крымских татар прошло две большие сессии грамзаписи. Одна произошла в 1936 году, другая произошла в 1940 году. Вот эта пластинка выпущена в 60-е годы по грамм-оригиналам, то есть это вот эта матрица, которая прессует пластинку, которая была создана еще в 40-х годах. То есть ее перевыпустили. Это стало возможно почему? Потому что Апрелевский завод во время войны вместе со всеми своими фондами переехал в Узбекистан. И то есть вот эти материалы, которые там остались, из них в 60-е по запросу опять сделали пластинки. Вот эта пластинка записана в Москве. На ней молодая Сабрия Реджепова поет почти неизвестную сегодня уже народную песню «Алты кызлар». Вообще у этой песни интересная история. Она должна быть про 6 девушек. Но все версии, которые сохранились, они на Фатма, на второй заканчиваются. То есть куда еще 4 делось, никто не знает. То есть она и здесь поет «Алтыда кызның бірісі Фатма», потом поет «Алтыда кызның бірісі Айша», и все. Продолжения у этой песни нету. Поставлю, послушайте, насколько поменялись подходы, стало все чистенько. Есть оркестр, есть вокалист, все это выровнено. И без вообще никакого шага вправо-влево уже в этих песнях не осталось. Мы закончили, мы уже ждем, не дождемся, когда начнется все самое интересное в нашем фесте. Это у вас будет уникальная возможность. Это исчезающий инструмент, но мы нашли, сейчас мы представим этих людей, Сандер называется. Следующий участник нашего фестиваля – это уникальный культурный проект. Ансамбль «Фаси» был организован несколько лет назад, в котором была непростая, но очень благородная миссия, играя, возрождать уникальную крымско-татарскую музыку. Вот этими грамзаписями занималась такая инстанция, которая называется Крымский радиокомитет. Собственно, все наши классики оттуда вышли. Сабрия Реджепова пришла работать туда в 1933 году. Зейнеп Люманова пришла работать 16-летней девочкой. И вообще это так обидно. То есть ее записали девочкой в 1934 году, но поет она там песню «Комсомолка». И это единственная довоенная запись, которая от Зейнеп Люмановой осталась. Все остальные, уже будучи во взрослом возрасте, она записывала в Узбекистане. Была и третья исполнительница, о которой я хочу рассказать сегодня. Это Мунивер Алиева. Она практически неизвестна, потому что она, будучи в ссылке, не пришла в ансамбль Кайтарма и не стала работать вокалисткой. Но в Крыму, на Крымском радиокомитете, она была солисткой. Мы с ней почти койдеши, то есть она из села Искиэль, моего прадеда село Калмтай, они совсем рядышком вот здесь, в Качинской долине. И вот я хочу, чтобы вы услышали, что себе человек позволяет с возрастом. У меня есть запись, оцифрованная с Москвы, где она поет «Молодая». Это все ровно, чисто, она там в академическом стиле.
у нее такой мягкий, нежный голос был. И потом в 1973 году Февзи Алиев привез ее откуда-то, где она в то время проживала. Ее специально записали на вот эту пластинку. Об этом было объявление в газете «Ленин Байрагы», и она уже тогда воспринималась «Картусталар». У нее очень сильно изменился голос, но при этом она стала намного харизматичнее, чем она была в молодости. Вот она в 1936 году исполнила песню «Бостургай» «Молодой». Давайте ее сначала послушаем. Это уже симфонический оркестр. Это Крымско-Татарский театр в Симферополе имел в составе народный симфонический оркестр. Это уже симфонически играет. Ну, это по музыке слышно. Запомнили, да, и стиль, и слова, все выверенные, тогда это все контролировалось. Надо было ставить язык, не только голос. Если ты пришел работать на радиокомитет, ты должен владеть вот именно фонетикой литературного крымско-татарского языка. Никого не волнует, откуда ты там приехал. Вот теперь проходит полвека практически. В 1973 году ее привозят на запись вот этой пластинки, она и двухсторонняя была. И она там уже отрывается. Вот просто отрывается. Я сейчас поставлю, вы поймете, о чем речь. Значит, это известная идея, но она начинается необычно. Она начинается с Йосмам, потом переходит в Эдие. Да, это еще и попури. И язык у нее уже именно тот джалпак бахчисарайский язык, на котором мы разговариваем. Она уже не контролирует там, где какие звуки надо произносить. Уже нету вот этой вот как бы вышестоящей инстанции. Но она реально на этой сессии записи просто оторвалась. Вот больше ее не записывали, но большая ценность, что вот нам осталась эта пластинка. Сечекли яйлаларга. Уже чечек yok, уже сечек, как мы говорим. А тут неждан. Вот так. Ну, то есть, если сравнить, это как будто разные люди поют, да, на самом деле. Очень хороший оркестр здесь у них. Но вот, на самом деле, для меня этнографически более ценная эта запись. Потому что вот она это как усвоила, так и пела. Я вообще исполнение идеи в таком варианте больше никогда не встречал. Не только песни записывали на пластинки,
В 1957 году был создан ансамбль «Хайтарма», и вот это, наверное, самый большой вклад в крымско-татарскую культуру, который он сделал. Это пластинка с полной записью спектакля «Арзыкыз», который профессионально озвучен. У него есть диктор, у него есть актеры, там есть песни, там есть живой оркестр. И, честно говоря, по сравнению с тем, что было сделано для вот этой пластинки, мы сегодня вообще ничего не сделали. Потому что это была возможность в далекой ссылке закрыть глаза, представить себе Гаспру, услышать родную речь и, не видя даже актеров на сцене, просто представить себе вот эту вот жизнь в Крыму. У нее был режиссер, у нее была вот полная подготовка, которая могла быть, и это уже винил. Винил позволял записывать большое количество аудио, поэтому она в целом составляет уже 40 минут. Вот послушаем начало второй части пьесы «Арзыкыз». Вы услышите и диктора, вы услышите и актеров, то есть насколько профессионально это было готово. Aradan birkaç günler geçti. Ali Baba Bekdemir'den seksi altın alsa da arzını alıp kaçmak niyetinden vazgeçmedi. Sabrı tükengen Bekdemir abi kartının evine kene kudağıylarını yolladı. Mına olar keliyatırlar. Это партия «Худалар», которую пела Сабри Апте, одна из них. Это одна из самых смешных частей вообще в этом спектакле. Allah boynum ursun. Bu yenisi kaydarırsın da anterimizi pala yazdı. Bir koydum çıksın nefesim tutuldu. Bektemir bana bugün sabır poşu, bir dokat, bir meskaloş verin. Ardına yata dedi. Aşkın, ana o kafir kuyku dobrunenden evvel gelip gitmesin. Vay yolun karanlık kessin. Baracak yerini bart etme karıcadı. Vay Allah boynum ursun. Gelip gitmedi. Kulağına değerli yılancıklar sıvırırsın. Fatma Şerifi, menden saklanıp oturasın şu akaz. Vay Şerifi, ne saklanayım senin? Oturdum diye. Peki görüşüyek Fatma. Görüşüyek. Eke koydan çıktın kaç. Allah'ın seni karcadı. Son Fatma, ne yapasın? Yaxşısın. Bağlan, çağın, cümlet yaxşılar. Hepsi yaxşı. Özünden sormalı. Şükür Fatma. Fatma, ya kartın yaxşım Fatma. Kartın yaxşı bu kını. Fatma, bokça çıkayım, bokça çıkın alıp çıkarsın. Koydum bir şey aylanayım dedim. Aylanayım dedim. Bilem ben senin aylanganın, aylanmaya geçişmesin. Sen kimle alacak olasın ya? Ya sen kimle satacak olasın? Bana şimdi kovasın. Ana bak. Arzu suğa gelir. Kısmetiniz etmiyor. Arzu. Gel kızımın. Gel kızımın. Sen bekle patron. Sadece söz. Bak kulağını sal dinle. Ey güzel dile bizi bulur gönder. Bağlı memli, bağlı memli. Olur Ay doğru kadın sever, kara kaşlı. Bire başla. Meygu burma. Aşağı kurma. Orta boylu. Güngün soylu. Zindikte akranı yok. Açık bellerin zararı yok. Sadece cihazların parayla kıymeti yok. 40 nüskiye 100 direkli sağam edek. Babana kudasından bir kos eşek, zımrıt taşlı bir bilezlik, altın yüzük, kırbağından babana 90. Это все, что причитается, перечисляется. Emde bostan. Baban da şart bir bayga borçtan. Bir öpüş, bir kumat, en son sak. Anna, baba, bala söyledi yakşak kızım. Все, что положено ей. O gözlüğümü pek ağladı, marasızla yumuşadı. Bir yaşında bir kolduğunun ilke kalmışıysa. Daga çıksa avlanmağa ilk bir vakit boş kaçmaz. Öyle yaparım olsa onu sana kim satmaz. Onun canı kusuru yok, akıl değil malı çok.
son kaşığın senedir, onun için sevgim yok. Okul çıkım aldatını tutar altın hafifte. Hafifte gülüşmeyin, unutma yaşın kopyası. Yumuşak döşek tatlı aslan omurunda sefadır. Baban verdi hatlı mindir, bayımında yaksıdır. Baban verdi hatlı mindir, bayımında yaksıdır. Baban bergen katты mindir bayvingden yaxşı mı dedi. Gördün mü cadı? Собственно, мы знаем, что Сабри Апте была прекрасной актрисой, но это единственная пластинка, на которой она актриса, а не певица. То есть в этом ее тоже, наверное, самая большая ценность. Ну и на самом деле это целая эпоха в жизни крымских татар, когда вот эта пластинка чаще всего сохраняется в семьях, потому что я понимаю, что ее заслушивали до дыр. Ты ее включал, и ты забывал, что вас выслали, вы не увидите в ближайшее время родных домов. И вот это был кусочек Крыма в ссылке. Но было еще одно начинание, о котором я хочу рассказать. Вот внимательно посмотрите на эту пластинку. То есть мы сегодня привыкли, что записывается исключительно пение, инструментальная музыка, но была целая серия пластинок, которая называлась «Поэты читают свои стихи». Это была возможность, во-первых, приобщить людей к авторским произведениям, во-вторых, как-то распространить вообще крымско-татарскую литературу среди народа, потому что, как бы мы ни хотели, даже поэты прошлого понимали, что аудиоформат будет более воспринимаем, чем то, что они могли бы купить и прочитать, несмотря на то, что тогда крымско-татарская литература издавалась 10-тысячными, 15-тысячными тиражами. В прошлом году мы представляли пластинку «Риза Халид читает свои стихи», в этом году Энвер Селямет. Энвер Селямет родился в 1917 году в селе Чоткара. Это тоже по Качинской долине, в Бахчисарайском районе. Здесь обратить внимание нужно не только на то, как декламируются авторские произведения, но и на чистоту языка. Опять же, как я говорил, в то время этому уделялось очень-очень большое внимание. Наверное, поэтому настолько чистый, мягкий, милозвучный вот этот действительно настоящий литературный крымско-татарский язык. Вот здесь он несколько произведений читает, немножко... Üstümde güneşin nurları ediniz. Elime, gözüme, sözüme endiniz. Doğacak yıllarla nazlana nazlana, bayılıp bağrımda izge döndünüz. Sizlerden tılsımlı şevk aldım yorulsam, sarf olup sözlerinin uğraşkan devrimde, sayınız gönlümde kaç tane jır olsa, o kadar keremem, sevindim ömrümde. Bahardan ogurem, Bahar. Gönülüm, kanatlar taktığın gibi, yükselme, alsak uç, takdirim gibi. Yırlarda sesin de çağlasın sakin. Итак, ну, Toprakның пока suları наши aktığı gibi. музыканты Baharның готовятся к yırında следующим nefasitke bak, выходам, хотелось бы Taş немножко ye рассказать о bezine спонсорах. ne güzel tilki. Спонсоры Bir этого satır sonunda фестиваля atsa akbardak, Хорика Family House. diğeri sonunda Это отель akşam Балушти, yemekte. Крым Хаяли. Кстати, они сейчас проводят... Сколько их было выпущено, мы не знаем, но это удивительный опыт, потому что стихи записывать вот в аудиоформате, еще и когда автор сам читает свои произведения, но это совсем другое. Потому что он знает, где акценты, где ударение, как он, какую эмоцию он вложил в это стихотворение. Поэтому вот это, они двухсторонние были, на самом деле бесценный материал, потому что этих людей, у многих мы вообще не застали. То есть никаких других записей не сохранилось. Теперь вот эта сторона показывает то, какое развитие получила крымско-татарская грамзапись к 80-м годам. У нас появились красивые конверты. Конверты всегда сзади сопровождались статьей
о человеке, который исполняет. Вообще вот эта пластинка была уже выпущена после смерти Сабри Апте. И в ташкентской студии грамзаписи собрали ее произведение и выпустили, и она вот стала таким живым памятником наследия певицы. И что интересно, даже вот эта фотография не сохранилась нигде, кроме как на обложке этой пластинки. То есть самой этой фотографии уже нету. Но пластинка ее сохранила. Был и стильный, очень стильный вот такой вариант. Видите, даже не узнаешь в конверте, что это крымско-татарская вообще пластинка. Это переводы, конечно, читать очень смешно, потому что, ну вот, ай, горы, асан, там, невеста, блондинка, низкий потолок моего дома. Ну, это шаль моя с бахромой, но это звучит ужасно. Но, видимо, их стали заставлять переводить песни. И это уже эпоха Февзи Алиева, это джазовые оркестры, джазовая оркестровка. То есть изначально в первые годы оркестровал Ильяс Бахшиш, Кабул Ситвелиев и Эдем Налбандов. В более позднее время оркестровать стал Февзи Алиев. И вот этот наш пресловутый крымско-татарский джаз появился именно тогда. То есть не вчера и не позавчера, а очень давно. Были и пластинки вот такого плана, где уже видно и работу фотографа. То есть Февзи Белялова специально вот сфотографировали, сделали пластинку Юрек Ерлары. Это вот тоже, как и поет Сабрия Реджепова, это вариант сохранения наследия. Есть вот у Февзи Белялова, Февзи Белялов был уже из второго поколения исполнителей, которые сформировались уже в ссылке. Его песни уже гораздо ближе к современности. Вот я поставлю две песни, одну авторскую и народную в его исполнении. Увидите, какая разница между оркестровкой. Здесь вы услышите уже и бас-гитару, и клавиши. То есть все вот это, то, что в крымско-татарском оркестре есть сегодня, оно вот уже здесь. Народная песня «Томалач», за ней будет авторская. Сейчас мы ее прогрузим. Его читают не только в Крыму, но и в Казани, Алматы, Стамбуле. Он есть в продаже на маркетплейсах. Ну и главная фишка нашего фестиваля. Вы можете получить еще Ее, кстати, вообще сейчас не поют. Вообще. Видите, как поменялось качество, насколько чистая она даже не скрипит. То есть те винилы, которые были раньше, они поскрипывают, а это выдержало вот столько лет, и как чистая, как будто сегодня на студии записали. Пару слов о том, о чем вообще мало говорят. Вот в ссылке у крымских татар была такая практика, когда раз в какой-то период, в основном раз в год, писались авторские песни на стихи поэтов. Многие эти авторские песни сегодня стали народными. Мы их даже воспринимаем как народные. Но вот это вот взаимодействие между поэтами и музыкантами, оно было плотное. И в частности для Февзи Белялова Эдем Налбандов написал песню на стихи Шерефа Шемизаде. Стих в оригинале назывался «Кем корме». На пластинке ее уже отметили как «Окунме». Эти песни уже позволили, вот много сейчас обсуждается
должна ли быть этничность в современных крымско-татарских произведениях? Или ее может не быть? Или как? Ну, по факту, самое плохое, что у нас на сегодняшний день есть, это наши тексты. Потому что вот тексты, вот что может сделать песню крымско-татарской, в ней не может быть ни одной ноты крымско-татарской. Но вот эти песни, написанные в хорошей советской моде того периода, они и сегодня звучат хорошо, потому что они качественно написаны текстом, они качественно исполнены исполнителем и качественно оркестрованы. Вот давайте попробуем послушать две авторские песни. Первая — это песня Эдема Налбантова «Укунме», а вторая — это песня Февзи Алиева «Ерджи Далгалар». Буквально фрагменты послушаем. Вот это «Укунме» на стихи Шемизаде. Не только меня, а многих общественных деятелей, прежде всего, очень, может быть, удивил, может быть, расстроил, может быть, разозлил тот результат, который прозвучал. Да? Люди передавали хотелось очень услышать, что же не говорить о будущем, но звучали очень несколько участников лишь смогли сказать о том, что через 100 лет у нас здесь крымско-татарские школы обучения. Еще несколько человек все, что смогли назвать, сказали, что всегда. И несколько человек сказали, что мы лишь эту песню наконец-то выдохнули. И в этой песне я увидела, что мы можем видеть будущее вообще. Лейлам. Те проблемы, которые последние 20 лет много про них говорят, весь фокус на проблемы языка. И на этом все. С этого момента началась вообще идея о том, что нам очень сильно не хватает произведения, вообще-то фильм, фильм, о том, чтобы Вот это пример песни на один голос. Чуть позже Февзи Алиев напишет песню, которая меня до сих пор цепляет. Меня и Дилю. Вот Диля, когда я первый раз услышала, тоже очень долго в себя приходила, потому что она действительно очень красиво написана. На два голоса. Февзи Алиев и Аширов. Вот я постоянно, по-моему, Кемал Аширов его зовут. Они два молодых на то время исполнителя. Пели авторскую песню Февзи Алиева. Пройдет некоторое время, и он свою книгу воспоминаний назовет именно так. «Ерджи Далгалар». Это длиннейшее произведение, оно на 7 минут. Ну, естественно, 7 минут мы слушать не будем. Но трек на 7 минут написать, это айып таулса код керек. Надо было так оркестровать его, как-то сделать его не скучным, да, чтобы он вот как-то была динамика. Он очень лирический, он на современный взгляд может показаться старомодным, но в целом, как классика, он бы очень хорошо смотрелся, если бы его исполняли сегодня на сценах академических. Karlanlar
красиво написано. На самом деле очень красиво написано. Ну и чем завершилась эпоха, скажем так? Вот это самое, наверное, что зацепило в этом году людей, это вот эта пластинка. Во-первых, она очень стильно сделана. Это заключительная эпоха вообще крымско-татарской грамзаписи. Это 86-й год. Пройдет еще немного времени, народ вернется в Крым и начнется дискеты, диски, флешки и грампластинка. До современной революции винила она уйдет. Но теперь опять можно делать свои грампластинки, потому что опять это вошло в моду. Во-первых, посмотрите дизайн. То есть ансамбль Сато, альбомы в Сане. Сзади вот полный состав участников, когда и где записано. И вот основная информация, то есть это был в том числе информационный материал. Конверт служил и эстетическим, и информационным материалом. Значит, это уже хороший крымско-татарский джаз. Сейчас поставлю вам одно произведение. Значит, это обработка песни «Кызылчыклар», которая в этом альбоме была представлена. Альбом этот кто-то из некрымских татар оцифровал, выложил в Ютубе, он там есть. То есть можно там послушать. У меня была задача зайти в каждый крымско-татарский дом. Вот они не хотят, я хочу зайти. Это было дерзко, секунду. нагло. Я подумала, что я смогу это сделать через минут. Потому что это поколение человека, это единственное, можно сказать, они и сделать так, ну, сейчас прям все карты разбираю, чтобы они сами не помнили, что пока они читали фэнтези, они не фактически историю учили. А уже смогут ли они восхититься своей историей? Это сомнение. Какие прошло полгода, какие месяцы получится читать? Ну, вообще можно дать. А честно, я впервые встречаю читателей. Я, честно говоря, у меня есть такая привычка, что я пишу. Там тут все. Ушла куда-то. И очень много встречаю, не знаю. И очень часто расцениваю. Поэтому мне, к сожалению, еще нет опыта, где я могу сидеть, поговорить, спрашивать, что нравится, что нет. Но мне лично напрямую, наверное, еще не сообщают, но я слышу, естественно, что-то доходит до меня, если я очень благодарна тем читателям, которые не ленятся, напишут сообщения в соцсетях. Вы почитали, посмотрели и как вы дальше. Писатель всегда автор опирается на что это абсолютно сделать, чтобы не влёкся. Обратная связь например, немножко чувствует реальность. Ну, то есть и так могли в свое время. Об одной вещи не рассказал. Значит, помимо вот этих больших форматов, куда помещалось 20 и более треков, были вот такие маленькие. Они «Миньон» называются, у них такое название. Тут две песни в основном. «Миньоны» были дешевле в производстве и массовее. То есть можно было вот таких «Миньонов» наделать очень много и распространять среди народа. Пластинки тогда и покупались, и о том, что новые пластинки есть, сообщали через газету «Ленин Байрагы». Я сам несколько таких статей, вот буквально сегодня еще и опубликовал. Там прямо написано «Яңы пластинкалар чықты». Какие пластинки, когда записаны, где можно купить. Вот. Даже цены где-то указаны. Ну, собственно, цены 70 копеек и здесь указаны, да, то есть вот. Когда записано. Таких миньонов очень много. Мой любимый миньон — это Йосмам. Вот, то есть Сабрия Реджепова, Кабул Ситвилиев — это мой любимый миньон.
Ну вот, всякие, ну, то есть история крымско-татарской грамзаписи вот подходит к своему 130-летию, соединяется со не к 30, не к 40, а к 130-летию. И она очень сильно менялась, как вы видите, с течением времени. против зла. Но на самом деле это была эпоха механических носителей, не цифровая эпоха, но как-то разнообразие было побольше. Вот лично мне кажется, что это мы еще с вами не слушали хоровые обработки 30-х годов, когда крымские татары там поют каноном, как в европейской музыке там. То есть голос идет за, опаздывает вторая партия. Такая была обратная связь. Вот что эксперименты, по-моему, это вот про вот эту эпоху. Мы сейчас как-то вот под словом современный понимаем, ну, вот эту однотипность, которую, ну, лично я очень плохо воспринимаю. Драматических спектаклей в записи не хватает. Тут я подумала, Каких-то попыток популяризации поэзии, в том числе вот таким образом, только сегодня уже не через грампластинку, тоже не хватает. Мы как-то вот совсем тойлдук в последнее время, то есть у нас этого всего нет. Работа эта ведется постоянно. Вот и в самом конце я хочу вам объявить о том, что мы, вот у меня там есть коробочка. Сейчас в Москве найдены 3 пластинки «Сирены» с записью крымско-татарских мелодий. Бахчисарайская кайтарма, первая в истории запись. Чобан кайтармасы, «Gözlerim думан думан», «Анем десем анем yok». В общем, там 6 произведений. Но крымско-татарская грамзапись, крымско-татарские фотографии, филигрань, все, что имеет приставку «Крым» и «татары», стоит в 15 раз дороже, чем это будет стоить русские, армяне, азербайджанцы, кто угодно. То, где обычная грампластинка стоит 1000 рублей, наша грампластинка стоит 15 тысяч рублей. В общем, все вместе, это без доставки, без ничего, это 55 тысяч на сегодняшний день. Выкупать надо, потому что если мы это не выкупим, это выкупит кто-то другой, и никогда мы не увидим ни пластинок, ни аудио оттуда. Как происходит с ювелирными украшениями, с доспехами крымских ханов, которые продают на частных аукционах по всей Европе, с саблями и со всем прочим. Поэтому, если хотите как-то помочь в этом деле, вот кто у меня тут есть, можете поддержать, да. Мы не то чтобы как бы настаиваем на этом, но тем не менее возможность у вас такая есть. Работаем над каталогом. Нам нужен каталог. Вот эта фирма «Мелодия», центральная советская фирма, она произвела, наверное, несколько сотен по 1000 крымско-татарского винила, но пока каталогов самой фирмы я не нашел. Как только я его найду, конечно, будет легче, это будет каталогизировано. Ну и, конечно, все материалы, которые сегодня вот так перед вами, рано или поздно будут оцифрованы, выложены в свободный доступ, чтобы этим пользовались, чтобы это наследие не умирало, а жило, чтобы вдохновляло новых исполнителей на то, чтобы создавать что-то новое и внимательно, с уважением и с трепетом относиться к старому. Чохсаум. Сау, Рифат. У меня для каждого из вас есть подарок. Вы прослушали короткую версию лекции. Да. На самом деле об этом можно говорить часа 3, да. Это так. Это для СДВГшников. Вот это моя статья, которую дизайнер Муксум, который вот там сегодня находится, можете к ней подойти. Она, значит, ее сделала двухсторонней, и я надеюсь, сейчас я с первого раза смогу ее раскрыть правильно. Вот. То есть она читается с 2 сторон. Интересно. Вот так складываете ее. Вот. Мою статью можно найти в свободном доступе, она в интернете есть, точно так же называется «Крымско-татарские грампластинки» из каталога Алана Келли. Там полный каталог, который вот этот человек, не видящий никогда в своей жизни крымских татар, но тем не менее сделавший очень многое для крымских татар, к сожалению, покойный, потому что хотелось бы с ним связаться и другие материалы узнать, но уже поздно. Вот краткая часть, красивая, с картиночками, она здесь. Вот. И пластинки, которые вы перед собой сегодня видели, вот они тоже здесь. Мы их в этом году напечатали много, поэтому каждому достанется.
Давайте. Сувенир на память у Китапфесте 2025. Держи. Илябай. И это Держи. ваша мысль. В том числе там прослеживается... Дайрага. Нас этот... Ничего, Вместе же. ничего, ничего. Можно? Можно. Сау. Сызды сау. Я думаю, что вообще ответ на вопрос, что с нами произошло, и почему мы потеряли... Подойдем к этим.